В День Конституции Назрановская телебашня окрасится в цвета российского триколора, сообщает радио-телевизионный передающий центр Республики Ингушетия. Телебашни российской телевизионной и радиовещательной сети ежегодно включают праздничные огни в честь этого дня. Как сообщили представители филиала, праздничная подсветка будет действовать с 19 часов 12 декабря до часа ночи 13 декабря. Открыт прием заявок на январский бассейн в школе 21 на базе Академии цифрового развития в Магасе. Заявку можно подать на сайте до 17 января. Программа стартует 27 января. В рамках образовательной программы обучающиеся смогут бесплатно выучить языки C, C++, Java, Python, Go, C#, Kotlin, Swift и JavaScript. В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг. Законопроект направлен на борьбу с догхантерами, людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы. Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным. Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении с 1 января. Согласно проекту, теперь в стандарт добавлена первичная консультация врача-диетолога, а также осмотр оториноларинголога. Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения добавлены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Минюст предложил существенно ограничить возможности коллекторов, микрофинансовых организаций и банков взыскивать долги физических лиц с привлечением судебных приставов. Речь идет о том, чтобы ввести отсрочку в 1 год на передачу долга в работу приставам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными. Сейчас участники рынка не применяют досудебные методы сбора долгов, а используют для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения, аргументирует Минюст необходимость изменений в пояснительной записке. В Госдуме предложили ввести в школах уроки «Мое здоровье», на которых школьникам будут объяснять вопросы, касающиеся гигиены, питания и режима сна. Как пояснили в Нижней палате парламента, со старшеклассниками на таких уроках можно говорить о гигиене, питании и режиме дня, а также о том, какие продукты являются вредными, что такое физическая нагрузка и как справиться с нервными стрессами. А более старшим ученикам следует объяснять и давать навыки оказания доврачебной помощи. Ингушские тхэквондисты завоевали 8 медалей на турнире Кубок Эльбруса в Нальчике. В соревнованиях приняли участие порядка 1000 спортсменов из 22 субъектов России. Золотые медали завоевали Боков Асхаб, Муталиев Абдулмалик и Тибоев Азамат. Вторыми стали Мержоев Абдулмалик, Муталиев Мухаммад и Камурзоев Басир. Бронзовые награды достались Камурзоеву Исе и Тимурзиеву Дамиру.